казем. Чуваш террине чундан юратаганзе. Паян Шубашкар районинче Чуваш террин уяве. Черетле Чуваш тери эмерлеге ятла конкурса худшинза шиндернизине числатпар. Азына конкурса ергелеге низем. Пагадере фирму пушлыге Наталья Ивановна Пасынкина. Тада Бичурин тада паямги самана музей пушлыге Ирина Витальевна Удалова. Паян пирин ханара Чуваш уннерин астизем. Чуваш терине тепчегинзем. Аста художниксем тада изир. Хакла ачезем, тада визень иртюжизем. Чуваш халах культурине тада тыван халах амаран пуласлах нет ица параганзем. Сирень умра пугишри колосок ачасы динчи шингара фольклор ушканне. Чуваш ачи тажа. РЦ Парагане Яковлева Марина Юрьевна. Дорогие друзья, прежде чем приступить к награждению победителей конкурса, мы хотим поближе познакомить вас с очень интересным человеком, основателем музейной коллекции чувашского народного искусства и костюма, председателем жюри конкурса «Народные мотивы на века» Геннадием Николаевичем Ивановым-Арковым. Уважаемый Геннадий Николаевич, просим вас подняться на сцену. Родился в 1953 году в деревне Сетрокосы Чебоксарского района Чувашии.
После учебы на художественно-графическом факультете Чувашского государственного педагогического института работал учителем в сельских школах республики, в том числе Карачуринской 8-летней школе Чебоксарского района. Родители работали в Театрало-Псарской 8-летней школе. Отец Николай Иванович Иванов многие годы являлся директором этой школы. С 1980 года научный сотрудник, заведующий отделом Чувашского государственного художественного музея. Специализируется на изучении народного искусства, костюма и фотоискусства. Им проведено более 40 собирательских и научных экспедиций, в том числе по всероссийской программе обследования чувашей Самарской области. В 1991-1997 годах работал сотрудником отделов этнографии и искусствоведения Чувашского государственного института гуманитарных наук. Ныне Геннадий Николаевич является заведующим научно-исследовательским отделом Чувашского государственного художественного музея. Работает над статьями и книгами по чувашскому народному искусству. Награжден почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации за заслуги в культуре. Удостоен Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. С 1980-х годов член Художественно-экспертного совета по народным промыслам при Совете министров Чувашской Республики. С 2011 года член Ассоциации искусствоведов и художественных критиков Российской Федерации. Именно в эти дни Геннадий Николаевич отмечает красивый юбилей – 60-летие со дня рождения. На сцену для поздравления приглашается первый заместитель главы Чебоксарского района Маслова Зоя Леонидовна. Добрый день, уважаемые гости, участники конкурса, а также жители Чебоксарского района. Очень приятно сегодня присутствовать на таком праздничном мероприятии. Это, во-первых, значит, подведение итогов конкурса «Богатыря. Народные мотивы на века», а также презентации книги Геннадия Николаевича «Узоры, цвет и символика». Ну, по конкурсу, что мне хочется сказать? Действительно, уже, можно сказать, вошла в традицию проведения конкурса. Это который проводит такие организаторы, это как Богатыря и музей Бичурина и современность. Проводя вот такие конкурсы, мы сохраняем и развиваем традицию нашего чувашского народа. Это значит, сохраняем нашу чувашскую вышивку. Также мы сохраняем производство керамики и, кроме этого, шитье. Ну, также очень приятно, что с каждым годом участников конкурса становится все больше и больше. По сравнению с прошлым годом этих участников стало больше где-то на 50 человек. Участвуют школьники не только нашего района, но и с других районов, то есть от всей Чувашии. Это очень приятно, значит, это говорит о том, что наша традиция не забывается, она развивается. Ну, Геннадий Николаевич, что мне хочется сказать? Действительно, вы такой великий человек, который делаете очень многое для сохранения нашей чувашской традиции. Ну, презентация книги, что проходит в нашем Чебоксарском районе, это нас очень радует, именно что вы выбрали наш Чебоксарский район. Ну, я вам хочу пожелать, самое главное, это здоровья, счастья, удачи и всех земных благ. И администрации нашего района выражается благодарность Иванову Геннадию Николаевичу, заведующему научно-исследовательским отделом бюджетного учреждения Чувашской Республики, Чувашский государственный художественный музей, за большой вклад в развитие современного народного искусства Чувашской Республики. Поздравляем вас. Ну, очень большую благодарность мне хочется выразить фирме Богатыря и музею музей Бичурин и современность, что они сегодня организовали такое пышное мероприятие. Спасибо всем.
Мы рады приветствовать директора Бурманкасинского информационно-культурного центра Лапсарского сельского поселения Афанасьеву Ирину Николаевну и педагогов Сетра-Лапсарской основной общеобразовательной школы Чебоксарского района, которые присоединяются к поздравлениям. Богата чувашская земля талантливыми людьми. И сегодня мы здесь говорим об удивительном, трудолюбивом человеке Геннадии Николаевиче Иванове-Оркове. Мы вдвойне горды тем, что он является нашим земляком. И я рада от имени администрации Лапсарского сельского поселения и жителей, и всех жителей поздравить вас с прошедшим юбилеем и с новой презентацией, из презентации новой книги. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения. Драгун булдыр Бурнеде чувашчылыки гунебе таланларды. И бир шатра Лапсар шкул учителизем, шапла хамырын чаплы индежим бе видеогырда мухтанат бар, савынат бар. Бир школ білдір шырышу юбилейне балы дуре. Школын шене зданине Геннадий Николаевич Аша, Николай Иванович Иванов, ерце буны бедуны буны. Onun можно ли Зинаида Моисеевна Иванова хын пөтім өмірнен выйғал не жерлемезір чак шкула барнелері. Геннадий Николаевич наш, Николай Иванович школда ширым дұғыр жыл выше ішлене. Бұнса бір жөліне зенжен школ директоры болны. Пөтім выйғал не, пөтім чун жеріне, выл пирін школа барнелене. Хый был школда история предметне ерце бұны. Пирин школда да краеведение музей был. Сейчас в музей медиа он Геннадий Николаевич Аша. Геннадий Николаевич Хайди сейчас да воюна Индия. Он педагог был канал Кажеровый, да. Геннадий Николаевич Пирин школам чаплого выпускники. Пойдем яли, пойдем тавралы он ба саванать мухтанать темеле. Пирин школ ба Геннадий Николаевич яланах таджи живуну туда. Кирлю идузіне татсапа мадыржат яланах. Onun чи книгизем чималдан пирин школа парнелит. Сире Геннадий Николаевич, шатрала псар школ эшчене зенчен, аджа зенчен, пити бузыктав замайды галас келет, сире салам газ келет, яланах сире яланах ырлык сывлык булдыр, телей. Бұрын күн шу, творчество равно шу, туда скелет сире. В преддверии юбилейной даты вышла из свет новая книга Геннадия Николаевича под названием «Узоры. Цвет. Символика». Издание знакомит с творческими достижениями и поисками талантливых мастеров и художников, работающих в области национальной вышивки, узорного ткачества, костюма, резьбы по дереву и керамики. В данном издании достойное место занимает продукция фирмы «Погодеря». У нас в гостях заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения Трофимов Алексей Александрович. С большим удовольствием слово предоставляем вам. Добрый день, дорогие. Дорогун Булгар. Успем, Юздашсем, Ванзем, Емуксем. Апазем Гундашук Пюнде. Турражигер, это Гундапаем Штарна. Агадера, Тахорна Жоу. Каимбоган де фабрика, и бастуадов. Фабрика Тватшер. Херегиге шин ишлетче удалмасты пой майвашина олчи хватла фабрика день трибуна.
космонавт, всех день, космосран, изегар, стималдан, пагадер фабрикине. Мускаранги день, изегается, унда, сурхше журан, известен Германии, Франции, Канадах, Америка, известен, пагадер изегается, пагадер был, ириншер живан, ирин республикан, Чих, Вацлав, Еле булна, Мухтар булна, Пагадерге Янах Мухтанна, Пагадере Шиннезен, Аль Нумайр Саландагаш Пурманла, Нумайр же Пурнаше, Шлеше, Пагадере Паян, фирма Бузах, и Ебыты собрать. Шамжен Наталья Ивановна, Сирия Каламажи Пудутал, Тваном Емогом. Вы настоящая девушка, сударыня, вы и богиня. Сегодня развиваете традиции этой крепкой, красивой, нужной, я бы сказал, той фабрики. Это ваша мощь. Нашлась такая девушка, которая это понимает, которая это знает. Дальше о фабрике говорить я не стану. Здесь вы уже видели, рядом со мной стоит Геннадий Николаевич. Геннадий Николаевич знаменит тем, что прежде всего мне хотелось бы сказать, как исследователь, как ученый, в свое время работал он у меня, у нас в институте. Когда еще был я заведующим этим отделом, мы, значит, с ним дружили. Потом от нас он уходит в музей. Потом опять, значит, приходит наш институт, ныне работает, уже было сказано, в музее. Большие дела делают, слава Богу, нашелся вот такой человек. Он и же вместе, они троем создали книгу «Чувашский костюм». За это он получил или же стал лауреатом государственной премии нашей республики. И ныне работает. Вот эту новую работу, новый труд я в руках еще не держал, на экране видел, красивое оформление. И, конечно же, Геннадий Николаевич, вы молоды. Когда назвали вот это число или цифру, это, я говорить ничего не стану, это вы лучше знаете. У вас внутри, в вашем мире крепкая сила, красота, ум, мудрость и самый главный ум. И когда ум и мудрость, красота вместе втроем в вашем мире, вы еще будете создавать большие, значит, труды, большие дела. И действительно, в свое время я тоже так же работал в этой области. Потом, значит, сейчас я занимаюсь иными проблемами. И вот Геннадий Николаевич продолжает свое дело. Слава Богу, у нас в республике, да не только в республике, в Среднем Поволжье, я бы сказал, есть такой мудрый ученый, мудрый человек. Дорогой, я еще раз, если вы разрешаете, еще полшага делаю к вам, как и в жизни полшагу. Если вы разрешаете, я с разрешением аудитории, разрешением зрителей хочу обнять вас и поздравить вот сегодняшним этим днем. И здесь вместе с нами, наверное, мы еще будем говорить при вручении наград, премий и так далее. Есть правительство, есть Минэкономики, рядом она сидит здесь, есть журналисты и так далее, и так далее. Вот здесь, который снимает фильм, кино, мы с ним давно знакомы. Это тоже также в плеяде вот этих людей нашей республики. Слава Богу, мы живем, мы развиваемся, и здесь передо мной, как много было сказано, если можно полшага сделать, вот девушка сидит и говорит,
можно. И вот я слушаю, обнимаю. Хорошо? Теперь я могу спуститься вниз, наверное, да? Для поздравления на сцену также приглашается Яковлев Михаил Георгиевич, руководитель автономного учреждения «Республиканский бизнес-инкубатор» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения. Спасибо за уникальную возможность поздравить вас с днем рождения. И позвольте вручить маленький наш скромный подарок от Республиканского бизнес-инкубатора. Маленький, скромный. А на самом деле я рад сегодня видеть такие лица, скажем так, от малышей до самых-самых взрослых. Я так понимаю, Республиканский бизнес-инкубатор хочет пожелать вам, чтобы у вас было много ваших наставников, которые могли продолжить ваше дело. Они, видите, они здесь среди нас. С юбилеем. Геннадий Николаевич тесно сотрудничает с фирмой художественных промыслов «Погодере». Является автором концепции музея «Чудесная вышивка». На сцену приглашаем генерального директора общества с ограниченной ответственностью фирмы художественных промыслов «Погодере» Посылкину Наталью Ивановну. Дорогой Геннадий Николаевич, я могу сказать, что вы наш друг. Мы личный тоже друг. Я вас поздравляю с таким красивым юбилеем. Желаю вам здоровья, счастья. Хочу сказать большое вам спасибо за помощь в создании нашего небольшого музея. Музея фабрики Погодере. И в этом году, в преддверии празднования 90-летия нашей фабрики, мы проводим уже 4-й конкурс вместе с вами. И вы неизменный наш друг и член нашего жюри и председатель. А от фабрики я хочу подарить вам небольшой подарок. Это... Ну как же такой мужчина без красивой косоворотки с чувашским узором? Позвольте мне одеть ее на вас. Не хочет сегодня. У него сегодня красивый костюм, но я думаю, что рубашка ему тоже не помешает. Большое вам спасибо. Ну и в заключение слова предоставляется самому Геннадию Николаевичу. Fakultansım, açasınca bunda Ирин Гулташем, ну вот, да, тут сказали слово «великий человек». Я, конечно, не великий, но я рад, что здесь собрались и великие люди. Вот они в зале. Алексей Александрович Трофимов, Мария Васильевна Симакова, знаменитое наше вышивальщица, ну вот, директор Погодере сегодняшнего. Вот, художник Юрий Матросов, наш земляк прославленный, известный, и художник-живописец, и художник-дизайнер, специалист по организации музейного пространства, в том числе работавший над музеем Бичурин и современность. То есть, и я вижу много ребят, которые участвовали в этом конкурсе. Это и есть великие. Вот великие люди это вы, на самом деле. Мы все-таки работаем, мы просто работаем и над тем, что нам нравится. Но оказывается, в общем-то, можно делать и книги, можно исследовать, путешествовать. Работа исследователя, музейщика, вот, каким я себя считаю, она интересна тем, что сегодня я могу ночевать где-то в Соломе во время экспедиции. Послезавтра где-то в Академии художеств с академиками пить чашку чая, допустим. На следующий день я могу оказаться в подвале где-нибудь у авангардного художника в Москве, такое тоже бывало. Или давить тараканов там тоже на чердаке у тех же художников. Всякое бывает. Но самое главное, я все-таки привязан к своему музею,
вот, к своей чувашской культуре и к своей земле. Я рад, что сегодняшний юбилей, вот, ну, эта неделя у меня вся юбилейная, я рад, что это юбилей, и первую настоящую презентацию книги я провожу здесь, вот на своей земле, в Шубашкар районе, в Ман район. Кунда я пюгеше времен, где, ну, хамар чатыралапса школьниче время запетерно. Анчахта кунда пайдаханге, бір хамар чинцен был, на кунда чурисе пайдах на маяханге. Я рад, что сегодня с вами. Я думаю, что, в общем-то, здесь и других поводов для сегодняшнего праздника много. Это юбилей, 90-летие Пахатери. Вот я считаю, что весь год должен быть под знаком Пахатери. И мы в своем музее тоже будем продолжать этот юбилей фабрики. Мы надеемся организовать там большую, нарядную, праздничную выставку в стенах нашего музея. И потом, может быть, к концу года какую-то книгу сделать, альбом это будет, или каталог о деятельности Пахатери, о тех героях, которые отдавали свою жизнь буквально ради успеха Пахатери. Конечно, здесь надо вспомнить и Екатерину Иосифовну Ефремову, которая была, ну, первой, наверное, самой заметной фигурой на Пахатере в течение многих лет. Она была главным художником Пахатери. Это наша прославленная художница по чувашской национальной вышивке. Вот, поэтому тоже вот сегодня я приношу слова благодарности судьбе, что встречался с ней, работал, видел ее, и у меня в кабинете стоит папка с ее рисунками. Это очень здорово. Я буду еще их исследовать. Вот это все впереди. Ну, сегодня, чтобы не томить вас, я поздравляю с праздником, вот, с праздником 90-летия Пахатери. Я поздравляю участников, молодых участников с конкурсом, с победой на этом конкурсе. Я думаю, что многие будут отмечены и, в том числе и моей книгой, вот этим альбомом. Вот. Я рад, что она кому-то сегодня достанется, и значит, удастся пролистать ее. Это очень красивая книга. Конечно, жаль, что здесь нет представителей чувашского книжного издательства, которые выпустили такой чудный, в общем-то, альбом. Альбом, я считаю, на высоком полиграфическом уровне, очень красивый. Здесь много фотографий и самих мастеров, что это очень важно, все-таки я хотел сохранить. И куклы, и костюмы, вышивки, и то, что стоит за моей спиной, мы показали шедевры из музея Пахатери. Вот эти вещи, рубаха создана в 29 году, рубаха уже последних лет работает в Пахатери. Вот все это мы смогли показать в этом альбоме. Там много мастеров, много имен. Ну, я думаю, что каждый из вас может пролистать эту книгу, познакомиться с содержанием. Она выпущена большим тиражом. Спасибо вам за терпение, за то, что меня слушали, и за приветствие. Вот, извините, кого я не забыл, то есть кого я забыл, кстати, упомянуть. Вот, ну, жизнь продолжается, юбилей еще не последний. Очень интересное слово «красивый юбилей». Ну, я всем желаю такого же красивого юбилея, вам всем детям. У кого-то будут великие, могучие юбилеи, может быть, дай Бог. Но жизнь вперед идет, продолжается. Пызык Тавзере, Камган Дагильня, вот, Пызык Тавзере. Приступаем к церемонии награждения победителей и участников конкурса художественного творчества «Народные мотивы на века», посвященного 90-летию фирмы художественных промыслов Пахатери. Слово предоставляется главному организатору конкурса Осыпиной Наталье Ивановне. Добрый день еще раз. Добрый день, ребята, участники конкурса, родители, педагоги. Я вам всем хочу сказать большое вам спасибо за участие в нашем конкурсе. С каждым годом у нас все больше становится друзей. То есть в этом году у нас участников около 200 человек с разных районов республики, с города. Всем вам большое спасибо. И я думаю, что участники конкурса – это достойное поколение, которое растет взамен после нас, которые будут развивать традиции чувашской вышивки. Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником, с праздником чувашского языка и с нашим 4-м конкурсом Пахатери «Народные мотивы навсегда». И давайте приступим уже к награждению.
На вручение диплома самой молодой участницы приглашается замглавы администрации Чебоксарского района Маслова Зоя Леонидовна. Дипломом награждается Шумбина Александра, 4,5 года, руководитель Шумбина Людмила Кирилловна. Благодарность вручается учителю чувашского языка МБОУ СОЖ номер 62 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары Егоровой Нине Иосифовне за подготовку участников конкурса. Учителю чувашского языка МБОУ Малотембинская ОШ Янчикского района Ивановой Алевтине Афанасьевне. Учителю чувашского языка МБОУ СОЖ номер 61 города Чебоксары Егоровой Надежде Ивановне за подготовку участников конкурса. Педагогу МБОУ села Ядринская СОЖ Ядринского района Атласкиной Элле Сергеевне за подготовку участников конкурса. Учителю чувашского языка и литературы МБОУ Малокибечская ОШ имени Яковлева Канашского района Афанасьевой Нине Николаевне. Учителю чувашского языка и литературы МБОУ Кушелькинская ОШ Янчикского района Михеевой Зинаиде Альбертовне. На сцену приглашается Яковлев Михаил Георгиевич, руководитель автономного учреждения «Республиканский бизнес-инкубатор» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения, Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Всех еще раз поздравляю с большим праздником. Сегодня как бы объединение нескольких праздников получается. День языка, 90-летие со дня образования по Хатере, 60-летие, значит, замечательного человека. Всех хотелось бы поздравить с этими праздниками, с этими настоящими весенними праздниками и пожелать добра и дальнейших успехов. А малышам, чтобы они все-таки обратили внимание на старшее поколение, подрастающее, наше поколение, да, и перенимали тот опыт, который мы можем сегодня дать. Малыши, слышите меня? Да, хорошо, молодцы. Дипломом награждается Удалова Ирина Витальевна, заведующий директор музея Бичурин современности, за большой вклад, внесенный в сохранение и популяризацию чувашского орнаментального искусства и в связи с 90-летием фирмы Пахатери. Награждает бизнес-инкубатор.
Я думаю, эта литература вам поможет. Диплом награждается Ижедерова Оксана Николаевна, музей Бичурин современности за большой вклад, внесенный в сохранение и популяризацию чувашского орнаментального искусства и в связи с 90-летием фирмы «Богатырь». Дипломом награждается Федорова Надежда Николаевна, педагог, Центр детского творчества Чебоксарского района за подготовку призеров конкурса «Богатырь. Народные мотивы на века» в связи с 90-летием фабрики «Богатырь». Диплом награждается Иванова Людмила Юрьевна, педагог Центр детского творчества Чебоксарского района за подготовку призеров конкурса «Богатырь. Народные мотивы на века» в связи с 90-летием фабрики «Богатырь». Награждается Гурьева Римма Даниловна, воспитатель Чебоксарский детский дом Минобразования Чувашии за подготовку призеров конкурса «Богатырь. Народные мотивы на века» и в связи с 90-летием фабрики «Богатырь». Так, награждается Михеева Зинаида Альбертовна, учитель чувашского языка и литературы, Кушилгинская ООШ Ялтинского района. Также за подготовку призеров конкурса «Богатырь». Награждается Атласкина Элья Сергеевна, педагог села Ядринская СОЖ Ядринского района за подготовку призеров конкурса «Богатырь. Народные мотивы на века» с 90-летием фирмы «Богатырь». Награждается Гурьева Римма Даниловна, воспитатель Чебоксарский детский дом Минобразования Чувашии за подготовку конкурса «Богатырь. Народные мотивы навсегда» на века в связи с 90-летием фабрики «Богатырь». Награждается Егорова Надежда Ивановна, учитель чувашского языка школы СОЖ номер 61, город Чебоксары, за подготовку призеров конкурса «Богатырь. Народные мотивы навсегда». Егорова Нина Иосифовна, учитель чувашского языка школы номер 62 с углубленным изучением отдельных предметов, город Чебоксары, за подготовку призеров конкурса «Богатырь. Народные мотивы на века». Самый юный учитель. Награждается Иванова Алевтина Афанасьевна, учитель чувашского языка, Малотоябинская ООШ Яшинского района, за подготовку призеров конкурса «Богатырь. Народные мотивы на века». Награждается Афанасьева Нина Николаевна, учитель чувашского языка и литературы, Малокипечская ООШ имени Яковлева Канашского района. Награждается Тимофеева Надежда Федотовна, воспитатель Чебоксарский детский дом Минобразования Чувашии, за подготовку призеров конкурса «Богатырь. Народные мотивы на века». Награждается Романова Надежда Кузьминична, учитель Новоайписинская СОЖ Алатовского района, за подготовку участников конкурса «Богатырь. Народные мотивы навсегда» здесь 90-летию фабрики «Богатырь». Награждается Чичканова Анна Александровна, экскурсовод музея Бичурина современности за большой вклад, внесенный в сохранение и популяризацию чувашского орнаментального искусства в связи с 90-летием фабрики «Богатырь».
участников конкурса в номинации «Декоративно-прикладное искусство» приглашается Трофимов Алексей Александрович, доктор искусствоведения, заслуженный деятель наук Российской Федерации, и Геннадий Николаевич Иванов-Арков. Награждается Бузакина Мария, ученица МГУДО Центр детского творчества Чебоксарского района, руководитель Федорова Надежда Николаевна, занявшая первое место в средней возрастной группе. Награждается Клементьев Лев, участник кружка чувашской вышивки Телединджи, СОЖ номер 60 города Чебоксары, занявший второе место в средней возрастной группе, руководитель Кузнецова Надежда Михайловна. Просим поддерживать аплодисменты. Мальчик подошел. Награждается Шумбина Дарья, ученица МГУ Чурачевская ООШ Чебоксарского района, занявшая третье место в средней возрастной группе, руководитель Шумбина Людмила Кирилловна. Награждается Петрова Ольга, ученица МГУ Центр детского творчества Чебоксарского района, занявшая первое место в старшей возрастной группе, руководитель Иванова Людмила Юрьевна. Награждается Федорова Марина, ученица МГУДО Центра детского творчества Чебоксарского района, занявшая второе место, руководитель Иванова Людмила Юрьевна. Награждается Владимирова Татьяна, ученица МБОУ Северокосинская СОЖ Маргашского района, занявшая третье место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в старшем звене, руководитель Ядманова Альбина Васильевна. Давайте еще раз поаплодируем наших ребят. И, наверное, очень покажем. Спасибо. Веселым. Можете присесть. На награждение участников конкурса в номинации «Сочинение» приглашается заслуженный художник Российской Федерации Симакова Мария Васильевна. Дорогие участники конкурса, я очень рада, что в нашем районе, нашей Чувашской республике, это по всей республике идет, конечно, конкурс здесь, организован вот такой конкурс. Это помогает детям развиваться дальше, принять по наследству традиции чувашской, развиваться дальше, заменить, ну как сказать, подрастающее поколение заменяет нас. Это очень хорошо. Я очень рада, что у нас поколение вот так вот растет. Наталье Ивановне я очень благодарна. Почему? Потому что организовали вот такой конкурс для развития детей. Я сама помню, как я начинала работать. В то время, конечно, у нас была, как говорили, вспоминали Екатерину Ощепну, Ефремову.
Она работала на фабрике где-то более 40 лет. Я как раз с ней очень так близко работала, знаю ее работы. Видимо, мое развитие это тоже много повлияло. Сейчас, конечно, ее нету, очень жалко. Но вот в следующем году у ней 100 лет будет. Вот в 2014 году, она с 2014 года, 100 лет в ноябре исполнится. Надо бы, конечно, хочется, чтобы ее тоже чествовали. Она очень талантливая, помогала всем, развивала фабрику, фабрика держалась на ней. В то время у нас, я сама как помню, народу очень много было. В одно время также у нас были филиалы во всех районах. До 2000 человек дошло в одно время. Вышивальцев с одних ручной вышивки было где-то 500 человек. Потом развивалась машинная вышивка. Фабрика, конечно, завоевывала всероссийские, тогда всесоюзные, переходящие знамя, дипломы такие, на высоком таком уровне были. В более 40 странах где-то наши работы, фабричный выпуск, участвовали на выставках, демонстрировали, славилась фабрика. Это уже Алексей Александрович отметил тут, какая бы делегация ни приезжала, обязательно посещали нашу фабрику. До того так славилась. Но мы надеемся, временами как-то обстановка меняется. Сейчас, может быть, как-то с перестройкой со всеми похуже стало. Но я надеюсь, что когда-то этот уровень, до такой уровня будет развиваться тоже наши традиции. Не потеряны, не теряется традиции чувашского народа. Мне хочется поэтому очень прямо от всей души поблагодарить всех организаторов, детей, которые стараются. Пусть они стараются, пусть развиваются. Это им большая помощь, что есть такие вот конкурсы проводятся. Спасибо вам всем большое. И заодно, Геннадий Николаевич, и вас поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого хорошего, успехов творческих, поддержка юное поколение наше, нашу смену. В общем, всем всего самого хорошего. Награждается Андреева Оксана, ученица МБО Малакибечская ОШ имени Яковлева, Канашского района, занявшая первое место в номинации сочинения в средней возрастной группе. Руководитель Афанасьева Нина Николаевна. Награждается Петрова Виктория, ученица МБО Гудейский лицей, занявшая второе место. Руководитель Петрова Надежда Анатольевна. Награждается Иванова Елена, ученица МБО Малотеребинская ОШ Ельчевского района, руководитель Иванова Алевтина Афанасьевна, занявшая первое место в старшей возрастной категории. У нас в конверте небольшая премия каждому участнику на развитие дальнейших их творческих успехов. Чтобы вы понимали, что мы даем тут в конверте. Награждается Митрофанова Елена, ученица МБО Новоайзинская СОЖ Аллатырского района, занявшая второе место в номинации сочинения. Руководитель Машина Надежда Петровна. Награждается Егорова Ольга, ученица МБО Гудейская СОЖ номер 1, занявшая третье место. Руководитель Пименова Нина Гурьевна. На награждение участников конкурса в номинации «Стихотворные произведения» приглашается заслуженный работник культуры Чувашской Республики,
заместитель председателя попечительского совета музея «Печурин и современность» Павлова Маргарита Яковлевна. руководитель, тогда Шамбегев организатор. Паянки уявляют себе музей «Печурин и современность», попечительский совет музей Шуманджи Бурбирен. Сейчас я тебе пиде саламладып, кәрюлен, сабынадып, мәншенгезе сынчынақта малды кешілзінде, шақ конкурсыра пирин аллы жин, тоғыр вуны жин, худшынычы, а паян бара икшір жин. Аплабусасын малалада адаланса бұл мала бұтыр шақ конкурсын. Сирен бара шамбық тусем. Комыл дуем, анбытырник шанда, чуваш культурине искусствине, тапчес сирен комыл нишанда анбытыр. А руководитель пулушма войхал шиттер. Шамбегев, конечно, опять-таки комыл дуем бұтыр сирен. Мәжіндесесін пирен деньги ведь малала чуваш халығын буласығы, епшанадық буласық пирен чуваш халығын пур. Шамбеге, кележе прямо бар. Аплабусасын малалада сирен ұшу, ширып сывлық, Тада шагымбек пәрле бұштарын забирен, пәрле сабынмашкан, комылдойым лайық бұдыр. Уяв я тебе. Награждается Ашмарина Валерия, ученица МБОУ Молотоебинского ОШ Яльчикского района, занявшая первое место в номинации «Стихи» в средней возрастной группе. Руководитель Иванова Алевтина Афанасьевна. Награждается Сабукова Юлия, ученица МБОУ Большеяльчикская СОЖ имени Волкова, Яльчикского района, занявшая второе место, руководитель Волкова Людмила Васильевна. Награждается Иванова Ирина, ученица МБОУ Молотоебинского ОШ. Иванова Ирина, ученица МБОУ Молотоебинского ОШ Яльчикского района, занявшая первое место в номинации «Стихотворное произведение» в старшей возрастной группе. Руководитель Иванова Алевтина Афанасьевна. Награждается Маркова Ольга, ученица МБОУ СОЖ номер 60 города Чебоксары, занявшая второе место, руководитель Сусметова Татьяна Васильевна. Награждается Петрова Дарья, ученица МБОУ Худейская СОЖ номер 1, занявшая третье место, руководитель Степанова Надежда Викторовна. На награждение участников конкурса в номинации «Изобразительное искусство» приглашаются народный художник Чувашской Республики Матросов Юрий Петрович и заслуженный художник Чувашской Республики Пупин Петр Степанович. Конкурса учынна ажасен сире будеде паянки уяв яшиле салмады. Паянки де бузы буяв. Пилен чуваш шуктаклараган Иван Некл Шакылевын шураны куни. Шамбада шабдирелу папулын пару лайк ябална. Конкурсра кувын учынна ажасен будеде пиде бузы салам калас клетин низесен бутна чукне. Пиде нумалистен Где я варгульче, человек не палатма, мы решили буря трасса члени, антекта конкурсен условий зенчанбе,
Bunlar malı, layıkçı yapalım mala. Şambada, Çakınbek, Bulcinde, Şezabeder'in yapalım. Salamata Bulcinde. Награждается Власова Валерия, ученица МБО от Кугейской ДШИ, занявшая первое место в номинации «Изобразительное искусство» в средней возрастной группе. Руководитель Семенова Валентина Гурьевна. Награждается Степанова Анастасия, ученица МБО от Кугейской ДШИ, занявшая второе место. Руководитель Павлова Юлия Алексеевна. Давайте поаплодируем. Награждается Милютина Наталья, ученица МБО Козловская СОШ номер 3, учебное объединение МБО от Козловская ДШИ, занявшая третье место. Руководитель Перепелкин Николай Витальевич. Награждается Щикина Лариса, воспитанница КОО «Кугейский детский дом», занявшая первое место в старшей возрастной группе. Руководитель Гурьева Рима Даниловна и Тимофеева Надежда Федотовна. Награждается Галошева Анна, ученица МБО СОШ номер 61 города Чебоксары, занявшая второе место. Руководитель Егорова Надежда Ивановна. Награждается Федотова Анастасия, ученица МБО Новоурюмская ОШ Канашского района, занявшая третье место. Руководитель Иванова Ольга Леонтьевна. Для вручения свидетельств участникам конкурса на сцену приглашается заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заведующий сектором этнографии Чувашского национального музея Недвигина Светлана Витальевна и главный художник ООО КГП «Богатыря» Андреева Анастасия Васильевна. Сегодня столько праздников. Это действительно такой торжественный момент, когда вручают вам награды. Вы это заслужили. Спасибо вам, что вы у нас есть. Ваш конкурс уже стал традиционный на нашей Чебоксарской, на земле Чебоксарского района. Он единственный в своем роде у нас в республике. Спасибо вам за то, что вы есть. Вы наша гордость. Мы вас очень любим и гордимся вами. Всего вам доброго, успехов вам. Свидетельство удостоверяет участие Кузнецова Олега, ученика МБО Новая Бесинская СОШ Алатырского района в конкурсе «Богатыря. Народные мотивы на века», посвященную 90-летию фабрики «Богатыря». Свидетельство Ерзуковой Софьи, ученица МБО Новая Бесинская СОШ Алатырского района. Свидетельство Козловой Ангелины, ученицы МБО Новоебесинская СОШ Алатырского района. Свидетельство Константиновны Александры, ученица МБО ДОТ Козловская детская школа искусств, руководитель Скворцова. Константинова Александра, вас на сцену.
Свидетельство Яковлевой Ирины, ученицы МБО Новочурачская СОЖ и Плесенского района. Свидетельство удостоверяет участие учащихся МБО Малокипейского ОШ имени Яковлева Канашского района, Михайловой Алины, Дмитриевой Валентины, Варфоломеевой Вероники, Гавриловой Любови, Кузьминой Екатерины, Степановой Ирины. Свидетельство Якимовой Алины, ученицы МБО Кушелькинская ОШ Яльчевского района. Свидетельство Яшиной Елены, ученицы МБО Кушелькинского ОШ Яльчевского района. Свидетельство Волкова Станислава, ученика МБО Кушелькинская ООО села Ядринская СОЖ Ядринского района. Свидетельство удостоверяет участие Яковлева Михаила, ученика МБО села Ядринская СОЖ Ядринского района. Свидетельство Яландина Никиты, ученика МБО села Ядринская СОЖ Ядринского района. Свидетельство удостоверяет участие Игнатьевой Анны, ученицы МБО села Ядринская СОЖ Ядринского района. Свидетельство Игнатьевой Оксаны, ученицы МБО села Ядринская СОЖ Ядринского района. Свидетельство удостоверяет участие Гармонистовой Марины, ученицы МБО села Ядринская СОЖ Ядринского района. Свидетельство удостоверяет участие учащихся МБО Большекотравская СОЖ Чебоксарского района Сорокиной Татьяны и Александровой Алены. Свидетельство Иванова Данила, ученика МБО Северолапсарская ОШ Чебоксарского района. Свидетельство Ивановой Дианы, ученицы МБО Северолапсарская ОШ Чебоксарского района. Свидетельство Гордеевой Вероники, ученицы МБО Северолапсарская ОШ Чебоксарского района. Свидетельство Прокопьевой Екатерины, ученицы МБО Северолапсарской ОШ Чебоксарского района.
Свидетельство Мартыновой Оксане, ученицы МБО Чурачевская ОШ Чебоксарского района. Свидетельство Мачеевой Кристины, ученицы МБО Чурачевская ОШ Чебоксарского района. Свидетельство Матюшовой Анастасии, ученица МБО Чурачевская ОШ Чебоксарского района. Свидетельство Борисовой Анастасии, ученицы МБО Чурачевская ОШ Чебоксарского района. Свидетельство Казаковой Оксаны, ученицы МБО СОШ номер 60 города Чебоксары. Свидетельство Медяевой Ксении, ученицы МБО СОШ номер 60 города Чебоксары. Свидетельство Чугуновой Юлии, ученицы МАОУ СОШ номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары. Свидетельство Быковой Анны, ученицы МБО СОШ номер 27 города Чебоксары. Свидетельство Ивановой Светланы, ученицы МБО СОШ номер 60 города Чебоксары. Свидетельство Константиновой Киры, ученицы МБО СОШ номер 2 города Цивильск. Свидетельство учащихся МБО Тувсинская СОШ Цивильского района Александровой Александры и Фоминой Екатерины. Свидетельство Шахмановой Вероники, воспитанницы группы «Радуга», КоУ Чебоксарский детский дом, Минобразования Чувашии. Свидетельство Николаевой Татьяны, воспитанницы группы «Радуга», КоУ Чебоксарский детский дом, Минобразования Чувашии. Свидетельство группы «Колокольчики», КоУ Чебоксарский детский дом, Минобразования Чувашии. Миронова Евгения, Юдиной Кристины, Рыбинской Юлии, Миронова Сергея, Чурмаковой Виктории, Ильмендерова Дмитрия, Александрова Артема. Свидетельство Селяткиной Татьяны, ученицы МБО СОШ номер 3 города Чебоксары. Свидетельство Егоровой Алины, ученицы МБО СОШ номер 3 города Чебоксары. Свидетельство Гавриловой Ксении, ученицы МБО СОШ номер 3 города Чебоксары. Свидетельство Никитиной Екатерины, ученицы МБО СОШ номер 3 города Чебоксары. Свидетельство Моисеевой Карины, ученицы МБО Кадетская школа номер 14, город Чебоксары.
Свидетельство Родионовой Карины, ученицы МБО СОЖ номер 62, с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары. Свидетельство Егоровой Валентины, ученицы МБО СОЖ номер 62, с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары. Алина, сюда посмотри. Свидетельство Тунгуловой Анастасии, ученицы МБО Центра детского творчества на базе МБО Абашевская СОЖ. Свидетельство Алексеевой Анастасии, ученицы МАУ СОЖ номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары. Свидетельство Кантонистовой Марии, ученицы МАО СОЖ номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов город Чебоксары. Свидетельство Глебова Кирилла, ученика МАУ СОЖ номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары. Свидетельство учащихся МАУ СОЖ номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары Шалаевой Софьи и Шалаевой Александры. Свидетельство Скворцова Ивана, ученика МАУ СОЖ номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов город Чебоксары. Свидетельство Петровой Ольги, ученицы МБО Кугейская СОЖ номер 1 Чебоксарского района. Свидетельство Петрова Геннадия, ученика МБО Северо-Лапсарская ООС Чебоксарского района. Свидетельство Петровой Дарьи, ученицы МБО Кугейская СОЖ номер 1 Чебоксарского района. Поддержим аплодисментами. Свидетельство Капраловой Виктории, ученицы МБО ДОТ Кугейская ДШИ. Свидетельство Красных Татьяны, ученицы МБО ДОТ Кугейская ДШИ. Свидетельство Княженцева Дмитрия, ученика МБО ДОТ Кугейская ДШИ. Свидетельство Данилова Степана, ученика МБО ДОТ Кугейская детская школа искусств. Свидетельство Туйзаровой Анжелы, ученицы МБО ДОТ Кугейская ДШИ. Свидетельство Мазиковой Евгении, ученицы МБО ДОТ Кугейская ДШИ. Свидетельство Алексеевой Дарьи, ученицы МБО ДОТ Кугейская детская школа искусств. Свидетельство Логиновой Ирины, ученицы МБО ДОТ Кугейская детская школа искусств.
Свидетельство Васильева Дмитрия, ученика МБО Кугейской детской школы искусств. Свидетельство Матвеевой Эмилии, ученицы МБО СОЖ номер 62, с углубленным изучением отдельных предметов, город Чебоксары. Свидетельство Капраловой Екатерины, ученицы МБО СОЖ номер 62, с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары. Свидетельство Мироновой Виктории, ученицы МБО СОЖ номер 62, с углубленным изучением отдельных предметов, город Чебоксары. Свидетельство Виноградова Михаила, ученика МБО Кугейский лицей Чебоксарского района. Свидетельство Андреевой Натальи, ученицы МБО Кугейский лицей Чебоксарского района. Свидетельство Горшковой Алены, ученицы МБО ДОТ Кугейская детская школа искусств. Свидетельство Скачковой Анастасии, ученицы МБО Кугейский лицей Чебоксарского района. Свидетельство Михайловой Виктории, ученицы МБО Кугейский лицей Чебоксарского района. Свидетельство Савиновой Дарьи, ученицы МБО Кугейский лицей Чебоксарского района. Свидетельство Ленкесова Ивана, ученика МБО ДОТ Центра детского творчества Чебоксарского района. Свидетельство Ленкесова Петра, ученика учебного объединения «Всеумейка», МБО ДОТ Центр детского творчества Чебоксарского района Чувашской республики. Давайте активно поаплодируем всем нашим участникам. Проведение подобных конкурсов доказывает, что сокровищница чувашского искусства переживает новую эру возрождения. Чувашский народ издревле отличался своеобразием и богатством традиций. Сохранение и развитие этих традиций сегодня в хороших руках. Пока в подрастающем поколении есть тяга к красоте, народная вышивка не умирает, она живет и развивается, изменяясь сообразно времени и новым требованиям жизни, связывая прошлое, настоящее и будущее. Приглашаем всех участников, руководителей и членов жюри сделать на память общий снимок. Получение специального приза. Так, вот этот медаль в 1812 году, битва со французами, и Федор Толстой сделал такой шикарный медаль. Вот вам эта медаль. Шунши, вор, вартовочке, айлюна,
юратынде, ну, паян хигун, манжын пиде пілдерішіл больше, пиде вылла, деме болады, пиде хватлыгун больше, пиде лемлігун больше. Кунда и бир уже не тваттымышчул, кунда тватчул, ща күгешре, хамыр тван чержуранде, пачекші жыл деме болады хамырын тван вырынсынче, конкурс иртереппір. Паянхи конкурс пахатерин тығырбын чулла, міндонынде халалана, пызык юбилей пахатерин кыжал буладынде умала. Тогда он зарбошсыр, кунда ман юбилейде, уявлары мыр деме болады, телін заказайынде пахырында кунда темде брагалар үшінде, пейде ырысы мақсыне. Ну, еп ку районда шуралса юсне, вренне кунда юлдарсан юсне, күбеше пайтақ, май шүрезейінде. Кунды терезіне бұштарына, мана теде кунбек, ішпе ішлене бол, школ директор бол намай, историк бол намай. Намай шүрезе кунда терлі ялземдарық, терезіне бұштарса, ебастывап, музей доны школда. Вот ща музей, бірін шатаралапсар школьниче булны, манжы был пиде бузык пілдерішіл болса. Манжы хамыр школда, иг ябала, мана пиде илертне, иг ябала, кунда библиотека, тогда музей. Вот ща возем был ман болса, не таган булатынче, білмес, те шофер, те летчик, те таган булатынче, ну, халеп музей решілі. Музей был бара, ну, таван чержуын пай деме болады. Ебір оны поян атматыр жап бар музейзіне. Епхам тем же жердейді, таштады, чүреседі. Шубашкара изегіліні пуринчи, чывашсен, чаплы ебазыны пуштарза изегіліні. Өзін шинзіне кытартыма хадірлейіне. Өзін бірге ширна книгесінче. Паянда пирин күнда ман хамын юлашки тухнынде книге, альбом деме болады, чавна бір халыға парнелерім бір презентация деме болады бірін больше күнда. Узоры, цвет, символика, терезем, тессем, пілдерішсем, чывашсенінде. Вот чамбек альбомы күнда ман хам тванцене катартым деме болады. Тванцемде күнда пурде унагоча ажизем, специалистемде горчиш хакларыш, учительземде, вендегесем Валевич Юрне княгиня. Пурде горзасамычиш, епшутла ку книге маллата пурнать, унда ходшын халахастызем, кузаларада больчиш, зенеде кунда пиде хавасчеп мана курманде. В общем, книги уявы больше, пиде хавас. Читайте боль,